Это «Волна Садой Душанбе». Мы продолжим вас информировать. И далее в эфире программа «Ракурс дня». Начну с вариации темы. Россия остается и будет наиболее привлекательной страной для трудовой миграции. Хотелось бы отметить, что за второй квартал текущего года в Россию выехало для трудоустройства более 3 миллионов мигрантов. Это рекордный квартальный показатель за последние 6 лет. Больше всего иностранцев, желающих работать в России, прибыло из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Какое влияние окажет российско-украинский конфликт на трудовых мигрантов в России и в экономику центральноазиатских стран? Подробности далее в программе. Сегодня для благосостояния семей и развития экономики центральноазиатских государств трудовая миграция играет важную роль и является одной из приоритетных во внешней политике. Одновременно необходимо отметить, что между Россией и странами Центральной Азии уже веками сложились дружественные отношения, которые имеют развитие в торгово-экономическом плане, среди которых трудовая миграция имеет особую значимость и считается взаимовыгодной для стран приема и отправки мигрантов. По данным правительства России, в минувшем году на ее территории зарегистрировано 7,8 миллионов мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, которые по прибытию указали причину въезда – работа. Из них более 4,5 миллионов человек были из Узбекистана, около 2,4 миллионов из Таджикистана и почти 900 тысяч человек из Кыргызстана. И сегодня, по мнению некоторых экспертов, процветание России, в частности, успешное завершение и достижение цели спецоперации на Украине станет толчком для экономического роста стран Центральной Азии, ее союзников и партнеров в целом. И подавляющее большинство мигрантов будет продолжать свою трудовую деятельность на территории России, а в отдельных случаях переквалифицируются в другие сферы экономики, где имеется спрос на рабочую силу. И этому есть свое объяснение, ибо если экономическая ситуация в России ухудшится, то в Таджикистане она осложнится намного больше, и материальное положение семей примет критический характер. Это прекрасно понимают трудовые мигранты нашей страны, которые не уверены в том, что по приезду домой они будут обеспечены постоянной работой и достойной заработной платой. Ежегодно в России осуществляют трудовую деятельность порядка 800 тысяч граждан Таджикистана. И такая цифра, по всей вероятности, сохранится в ближайшие годы. Хотим мы этого или нет, но Россия является основным рынком труда для мигрантов, граждан Таджикистана, и ни одна другая страна в мире не имеет возможность принять и трудоустроить одновременно сотни тысяч таджикских трудовых мигрантов. В целом сильная и богатая Россия выгодна Узбекистану, Таджикистану и Киргизии. Вместе наши страны сохранят и усилят свой суверенитет и отстоят права проводить национально ориентированную политику. Запад, напротив, проводит неоколониальную кампанию, рассматривая наши страны как ресурсный придаток и людей второго сорта. Благодаря укреплению рубля мигранты из Центральной Азии могут высылать больше денег родственникам на свою родину. Это способствует экономической безопасности и процветанию союзных России стран. Запад потерпел неудачу в попытке изолировать Россию и задавить его санкциями. Санкционная война нанесла значительно больший ущерб самим ее инициаторам – Европе и Америке. Она задела и непричастные страны, к примеру, Сербию и Венгрию. Они для Запада щипки в гибридной войне Запада против России. И по такой же логике Запад оказывает беспрецедентное давление на центральноазиатские страны. По словам эксперта по вопросам трудовой миграции Фаридуна Усманова, на сегодняшний день Российская Федерация уделяет большое внимание нуждам и проблемам своих партнеров и союзников. И в этом отношении были предприняты все необходимые меры на двухстороннем уровне и по линии ЕС, чтобы снизить риски вторичных санкций и облегчить жизнь трудовых мигрантов, резюмировал он. Можно ли узнать, какое влияние окажет российско-украинский конфликт на трудовых мигрантов в России и экономику их стран в будущем? Конечно же, конфликт, который сейчас происходит между Россией и Украиной, он сам по себе, конечно же, неприятный момент. Это носит для региона, создает неспокойствие, нестабильность, но вместе с тем, если оценивать именно непосредственно трудовых мигрантов, ситуацию вокруг них, понятно, что в Украине наблюдается серьезный отток трудовых мигрантов. Мы
знаем, что все-таки, хоть и не в большом количестве, граждане и Таджикистана, и Узбекистана, Киргизии, Азербайджана также, они проживали и работали долгий год на Украине. За последние 6 месяцев наблюдаем отток оттуда достаточно серьезным. Понятно, что люди убегают от военных действий, от войны и в поисках спокойного, более стабильного места. Наравне с трудовыми мигрантами из стран Центральной Азии в Украину уезжают и сами граждане Украины, но в поисках лучшей жизни, в поисках новой жизни, возможно. А что касается непосредственно России, то как бы ни звучало удивительным, но вот за второй квартал 2022 года в Российскую Федерацию вошло в целью трудоустройства более 3 миллионов человек. То есть это такой для России, соответственно, какой-то рекорд, наблюдаемый за последние 6 лет. Это самый высокий показатель квартального входа посещаемости в цели трудоустройства в Российской Федерации. И это несмотря на военную операцию на Украине. Почему так происходит? Больше всего, конечно же, опять же, трудовых мигрантов. Понятно, что основным донором по трудовым мигрантам для России остаются центральноазиатские страны, плюс к этому Украина и Молдавия. Дело в том, что 2 последних года наблюдалась пандемия, то есть из-за пандемии были ограничения в России, и те трудовые мигранты, которые там находились, они не выезжали, они оставались и работали на территории Российской Федерации, а из стран Азии новых трудовых мигрантов прибывало значительно меньше. И, соответственно, когда Российская Федерация отменила все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, соответственно, трудовые мигранты опять же направились на Российскую Федерацию, и их количество растет. И это несмотря на, военную операцию на Украине. Понятно, что эта военная операция происходит на территории Украины, непосредственно на территории России ничего происходит, соответственно, все спокойно, все стабильно и продолжается. Но понятно, что Россия остается привлекательной страной для мигрантов из Центральной Азии. Пока, конечно же, неизвестно и сложно предугадать, когда закончится военная операция России на территории Украины. Но понятно и ясно одно, что данная ситуация в конце концов создает для трудовых мигрантов лучшие условия. Почему лучшие условия? В том плане, что все-таки территорию, которая была охвачена боевым действием, придется восстанавливать, вкладываться. Мы сегодня наблюдаем, что регионы, есть такой процесс, как шефство российских регионов над регионами Донецкой, Луганских областей Украины, которые взялись, то есть есть шефство, и это шефство означает восстановление этих территорий. И есть планы по скорейшему восстановлению этих территорий, в течение 3 лет. Фактически, согласно новым планам, планируется полностью восстановить Мариуполь, который на 80% был разрушен, многие коммуникации разрушены, многие дома разрушены. Очевидно, что строить и восстанавливать эти города наряду со строительными компаниями, строителями из России и местных жителей, наверняка туда направятся и трудовые мигранты. То есть это будет дополнительный толчок, дополнительный импульс для того, чтобы мигранты были трудоустроены. В регионы Российской Федерации они будут трудоустроены, также они будут трудоустраиваться в регионы Донецкой и Луганской областей, и там могут все найти работу. Другой момент, что готовы ли наши трудовые мигранты туда ездить и там работать, я так подозреваю, что все-таки после определенной стабильности, спокойствия, все-таки трудовые мигранты, они направятся туда, где будут платить больше. Другой момент, то, что санкции, которые были введены со стороны западных стран в отношении России, они где-то играют и положительную роль. Положительную роль в том плане, что Россия вынуждена создавать новые отрасли, новые направления и в промышленности, и в сельском хозяйстве, которые раньше не были тут необходимости вовлекаться в этим, так как покрывались за счет импорта товаров со стороны европейских стран. И теперь этот процесс так называемого импортозамещения и процесс, антисанкционных мер, которые приняты пакеты, оно подразумевает в том числе активный рост промышленности, активный рост сельского хозяйства России. И понятно, что для этого опять же нужны человеческие ресурсы, необходимы трудовые ресурсы. И в этом плане опять же, страны Центральной Азии и трудовые мигранты из Центральной Азии видятся как перспективным направлением, и, скорее всего, поток будет дальше увеличиваться со стороны мигрантов, со стороны Центральной Азии. А скажите, насколько выгодна трудовая миграция для самого Таджикистана? Трудовая миграция для самого Таджикистана, по идее, есть и положительная сторона, есть негативная сторона. И в моем понимании негатива намного больше. Негатива не намного больше в каком вопросе? Мы видим, что из-за трудовой миграции у нас значительно серьезно страдает и
общественная ситуация, да, то есть это стабильность семей от этого страдает, так как многие мужчины у нас покидают, по статистике порядка 85% трудовых мигрантов из Таджикистана это мужчины и порядка 15% это женщины. И, соответственно, большой отток мужского населения. Это означает нездоровые семьи, да, то есть и мужчина покидает Таджикистан, часть из них годами не возвращается, оставляя таким образом все семейные хлопоты на женщинах и на малолетних детей. Соответственно, дети растут без отцов. Это не всегда правильно, это и не есть хорошо, когда нет цельной семьи, нет полной семьи, которая бы могла, такими семейными ценностями дорожить и развиваться. Если брать именно со стороны каких-то социальных эффектов, конечно же, в трудовой миграции сама по себе это негатив в себе вносит. А какие плюсы? Плюсы, понятно, что в экономическом плане сегодня трудовая миграция фактически кормит население Таджикистана. То есть мы, к сожалению, Таджикистан не смог за последние 20 лет поствоенного периода создать достаточное количество рабочих мест для своих граждан. Мы наблюдаем достаточно серьезный темп роста населения. Он растет порядка, за 30 лет, если не ошибаюсь, порядка 65% рост населения. И это достаточно серьезные показатели. И темпы роста населения, они значительно выше, чем темпы роста создания новых рабочих мест. Соответственно, из-за того, что новые рабочие места не создаются в достаточном количестве, трудовая миграция, она будет расти и дальше, она будет существовать в нашем обществе. И я так понимаю, что наше правительство также рассматривает трудовую миграцию практически как одно из направлений экономики. В принципе, пытается поддержать этот процесс и в этом плане где-то даже стимулирует этот процесс путем организации оргнабора, то есть организационного набора трудовых мигрантов, поиска новых направлений для трудовой миграции. Конечно же, мы понимаем, что порядка, наверное, где-то более 90% трудовых мигрантов из Таджикистана направляются в Российскую Федерацию. Это основное направление для нас, и, естественно, выгода для экономики, она очевидная, потому что трудовую миграцию большую часть своих заработок направляют непосредственно в Таджикистан своим семьям. Это серьезное суммарное вливание в нашу экономику. Вы отметили, что таджикская трудовая миграция влияет на снижение безработицы, но может ли повлиять на развитие экономики страны по существу? Что можно ожидать, кроме вливания этих денежных средств? Кроме вливания денежных средств, это основное, в том плане, что понятно, что вливание одно, во-вторых, есть частично, можно сказать, что трудовые мигранты набираются опыта работы, то есть у них повышается квалификация работы в Российской Федерации. Но это, опять же, подчеркну, что это частично, это не поголовно, нельзя сказать, что всех, кто тут, работает в трудовой миграции, они как-то им удается пользой это использовать. Есть примеры, конечно же, молодых ребят, которые приходили, начинали работу разнорабочим на строительных площадках Москвы или других городов Российской Федерации, но после определенного времени, то есть они не остановились тем, что они остаются просто разнорабочими, но они начали усовершенствовать, они проходили обучение, они учились, заканчивали профильные высшие образовательные учреждения, соответственно, получали новую квалификацию инженеров-строителей и дальше свою трудовую деятельность уже продолжали не в качестве просто простой рабочего, они уже доходили до уровня, инженеров, бригадиров, строительных площадок. Это такой положительный пример, которые они существуют, но не сказать, что они массовые, то есть в этом плане, конечно же, есть и плюс от этого, что они могут вернуться в нашу страну как специалисты, получившие какую-то более высокую квалификацию, которые могли бы свои навыки применить уже непосредственно в Таджикистане. Если опять-таки будут рабочие места? Если опять-таки будут рабочие места, но вместе с тем же, опять же, другой момент, что часть из тех, кто приходит на трудовую миграцию сюда, кто-то добивается успеха именно в предпринимательстве, кому-то удается, заработать больше средств, чем обычно, не просто на заработную плату жить, добиваются каких-то успехов именно в плане накопления средств, и они могут возвращаться, и часть из них мы наблюдаем, что кто-то из них возвращается в Таджикистан, в виде уже инвесторов, то есть они вкладываются в экономику страны, они открывают малые предприятия побольше, и не только, создают такую почву для экономики, создают просто компанию, которая работает, но они создают и рабочие места дополнительно уже в Таджикистане непосредственно. То есть это уже и трансфер и знаний, и денег получается, то есть и ноу-хау, то есть человек приходит со знанием дела и приходит как инвестор уже сформировавшийся. Это тоже положительный процесс, но это опять же, это результат
делается. Это уже результат более долгого процесса, это результат, когда уже человек приезжал и работал на территории Российской Федерации более 15 лет, 20 лет. За это время, период времени у него формируется определенный капитал, который он уже готов инвестировать в Таджикистан. Конечно же, он прежде всего думает о своем благосостоянии, но вместе с тем он таким шагом создает новые рабочие места, что это и тоже является плюсом. Но опять же, это такие плюсы, которые исключение больше, скажем, из правил, нежели, массово. Да? То есть нельзя сказать, что у нас массово все получают дипломы и образование, свою квалификацию увеличивают, или же они там становятся крупными инвесторами. Но то, что такая тенденция тоже существует, нельзя, это тоже отрицать. Да, есть люди, которые добиваются лучших результатов, лучшие условия, и они возвращаются в Таджикистан для того, чтобы с целью уже улучшить и там ситуацию. Да, вы совершенно правы, но и хотелось бы еще задать один вопрос. Вот на фоне российско-украинского конфликта и санкций многие эксперты считают, что стоит ожидать оттока трудовых мигрантов из России. А как вы думаете? Да, я не думаю, что отток будет. Я, наоборот, думаю, что, наверное, приток увеличения будет трудовых мигрантов. Да? То есть понятно, что то, что сегодня Запад идет на конфронтацию с Российской Федерацией, и вот эта санкционная война, которая начата, она естественным образом не может уйти бесследно. Да? То есть понятно, что сегодня от этих санкций сегодня страдает и экономика России. Но вместе с тем, конечно же, санкции не бывают только односторонними. Да? То есть от этого эффекта получает и сам Запад. И вместе с тем этот ущерб, конечно же, наносится обоим сторонам, но мы можем наблюдать, что когда вот эти вводят те или иные санкции, например, на самом деле, конечно же, Запад, с одной стороны, не думает об интересах, например, скажем так, граждан других государств. Тут даже я не говорю, что именно интерес, России. Понятно, что это санкции против России, но на территории России проживают миллионы, трудовых мигрантов из других государств. Когда Запад против них вносит, санкции против России, оно фактически этим влияет и по другим государствам, на трудовых мигрантов, и об их интересах, в принципе, и не думает. Например, параллельно с этим мы наблюдали, что, когда вводились, с одной стороны, мы наблюдали такие серьезные давления со стороны Европейского Союза и со стороны Соединенных Штатов Америки на правительство Таджикистана в вопросе, в отношении, если помните, такой был случай в начале этого отношения самолетов российских компаний, которые прилетали в Таджикистан. Да, то есть тогда и правительство Европейского Союза и Соединенных Штатов оказывают давление на Таджикистан, что, мол, Таджикистан должен арестовать российские самолеты, которые прилетают в Таджикистан, и отдать их европейцам. Если так подумать, да, то есть вот что в результате этого будет, да, то есть если бы правительство Таджикистана согласилось бы на это, пошло бы на эти действия, арестовало бы хоть один или два самолета российской авиакомпании, вернуло бы европейцам, что было бы тогда? Тогда бы это ухудшило бы отношения между Россией и Таджикистаном. И миллионы трудовых мигрантов из Таджикистана, им был бы перекрыт путь, на российский рынок, да, им не пустили бы. Я вообще, европейцы об этом задумывались, и я думаю, что они вообще об этом не задумывались, и их не волновало, да, то есть у них не стояла такая задача, именно чтобы думать о гражданах других государств. Они выполняли то, что им указывали в Вашингтоне. Да, сказали, что вот возьмите и вот так сделайте. А что будет с гражданами Таджикистана или других центральноазиатских стран, или других стран, которые пошли бы на эти шаги, никто об этом не думает. Я вообще, немножко в отношении тех шагов, которые мы с европейцами применяем, не очень согласен. В том числе у нас было несколько лет назад, мы ввели, такой, упрощенный режим в отношении европейских граждан по выдаче виз, да, европейцы, Соединенные Штаты Америки. Мы им упростили визовый доступ, вместе с тем никакой ответных мер нет. Да? То есть я сторонник паритетных начал. Если Таджикистан идет на упрощение визового режима с европейцами, то, соответственно, нужно было бы ожидать, что какие-то послабления со стороны европейцев в отношении Таджикистана последовало бы. Это можно было бы перевести на площадку, опять же, трудовых мигрантов, да, то есть Таджикистан мог бы попросить в обмен на визовое послабление в отношении европейцев, попросить такие же послабления или какую-то квоту на прием трудовых мигрантов из Таджикистана в Европейский Союз. Почему на это не пошли мы? Почему мы не идем? Потому что мы мотивируем тем, что поток из Европы туристов мы таким образом особо будем стимулировать. Но никакого потока туристов, группового потока из Европы или США в Таджикистан туристов не будет. Это не было и не будет.
То есть никакие отмены виз, они к этому не приведут. У нас традиционно, туристическим направлением те, кто к нам приезжает, это граждане Узбекистана, России и Казахстана. Это массовые, если так брать, массовые группы в большом количестве приезжают из этих стран. Никакая Европа, никакие страны Европейского Союза, никакие Соединенные Штаты группами, большими потоками не приезжают. И зачем тогда нам им послаблять, не получая в обмен ничего? Если мы с ними ведем, если мы идем с ним равные партнерские отношения, то отмена виз подразумевает, соответственно, тоже каких-то встречных шагов со стороны Европы и Соединенных Штатов Америки. Таких шагов нет, и поэтому данное решение, правительство, которое было принято, я считаю неправильным. Нужно уметь, выторговывать для себя какие-то права, какие-то возможности. И поэтому сегодня, когда мы говорим о санкциях Европы и в отношении России, в этом плане я, конечно же, очень, рад тому, что все-таки Таджикистан не пошел на давление, не стал, ухудшать отношения с Российской Федерацией именно под давлением Европейского Союза. Да, то есть санкции, если бы на то пошли, то, соответственно, не было бы никаких трудовых мигрантов в России. То есть если бы пошли на те давление, которое европейцы пытались на наше правительство привести. В целом, если брать в будущем, я думаю, что сегодня уже ситуация вообще глобальная, она не изменяется. Соответственно, Россия то, что заявляет, что сегодня уже, однополярный мир ушел в историю, скорее всего, оно так и будет. То есть уже период 30-летнего давления, гегемонии, Запада, оно уже уходит в историю. Соответственно, новые правила, новые условия. Конечно же, для нас, для Таджикистана, ориентиром для взаимодействия, естественно, находится и Россия, и Китай, Иран, Индия, Турция, Пакистан. Вот эти страны региона, которые вокруг нас. Опять же, да, то есть, несомненно, прежде всего, первичным для нас партнером являются страны азиатского региона, наши непосредственные соседи, с кем мы соседствуем. Другие, более региональные наши партнеры, но те страны, которые я перечислил. Никакого Европейского Союза, никакого Соединенных Штатов Америки в числе приоритетных наших партнеров не может быть, потому что они находятся очень далеко от нашего региона. И они не готовы с нами сотрудничать в плане даже в привлечении, элементарном привлечении доступа наших граждан к ним. Существуют визовые барьеры для наших граждан, которые никто даже и не думает о них беседовать, о них вести разговор о подъеме или каких-то отмене каких-то виз. И тем более никто не ведет разговор о привлечении трудовых мигрантов из нашей страны к себе. Поэтому Россия для нас остается приоритетным рынком именно в плане трудовой миграции. Соответственно, и в будущем, наверное, она таковой и останется. Да, я соглашусь с вами. Россия остается главным стратегическим партнером для стран Центральной Азии, в том числе и Таджикистана. И тем более санкции и уход иностранных компаний не привлекают только мигрантов из России. И сегодня из Таджикистана, конечно же, большая часть выезжает именно в Россию. Хотелось бы отметить, что благодаря укреплению рубля даже при снижении объемов рублевых заработков мигранты получают не меньше доходов в своей валюте. Русские и центральноазиатские народы веками жили вместе и создали пространство доверия и взаимоподдержки. Русский язык, общий менталитет и общая история укрепляют нас. В том числе и по этой причине лучшего места для трудовой миграции для центральноазиатов, чем Россия, нет. Санкции и уход иностранных компаний не привлекают только мигрантов из России. Напротив, импортозамещение и масштабные проекты России дают новые возможности для работы. Нет фактов, подтверждающих повышение безработицы среди мигрантов или понижение качества их жизни в России. Наоборот, Россия и ЕАЭС делают все, чтобы условия труда мигрантов улучшались. Вы слушали программу «Ракурс дня». Будьте с нами на 102,2 FM.